Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на людей из вашего окружения. Посмотрим, кто вас окружает, какие маски носит. Докопаемся до самой сути. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя. Вы можете представить людей, с кем вы общаетесь. Вы можете просто ни о чем не думать, да? Просто задайте вопрос, кто меня окружает. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Знаете, сразу пошло слово лицемерие. Очень много лицемеров вокруг вас. Очень много. Но хороших людей больше. Хороших больше. И вот хорошие люди в вашем окружении сейчас говорят о вас. Хотят помочь, что-то для вас сделать, организовать, поддержать. Да? Вот какая-то работа проводится. Но надо быть поаккуратнее. Давайте начнем с плохих, а потом перейдем к хорошим. По поводу плохих людей. Явно, вот я вижу троих, кого вы считаете замечательными, адекватными людьми, а они таковыми не являются. Абсолютно, от слова совсем. Люди токсичные, люди такие, знаете, с гнильцо, такие прогнившие есть. Но люди, которые успешно, я бы сказала, профессионально маскируются под порядочным. И да, удалось вас обмануть. Удалось, да. Вот им удалось. Один человек явно связан вот с работой, с делом, возможно, на работе коллега. Если вы не работаете, то вы к этому человеку обращаетесь по каким-то вот важным вопросам. Вот. Человека очень уважаете, очень надеетесь на этого человека, на помощь, либо как уверены, что человек никогда ничего плохого не сделает, всегда поможет, выручит. А человек нет. Абсолютно нет, вам улыбается, приветливый такой, знаете, прям даже какие-то задушевные разговоры может вести, а на самом деле прям спит и видит, как бы вас пнуть, да так, чтобы прям побольнее, да. И вот знаете, желание с вами вот связь какую-то поддерживать. Вы для этого человека чем-то важны, чем-то ценны. Ну, допустим, да, девочки, допустим, вы не работаете, но вы посещаете, ну, пусть это будет там стилист, да. Вы эту женщину знаете, мужчину, неважно кто это, да, у кого-то мужчина, у кого-то женщина. Вот ходите, человечек вас стрижет, там укладывает, ведет с вами беседы, там вам улыбается, всячески там нахваливает, да. Вот. И при этом этот человек сознательно цену именно для вас, конкретно для вас, завышает там 3-4 раза. Вот. А вы даже не задумываетесь об этом. Вы думаете, ой, какой прекрасный человек, и душевненько, да, и все хорошо мне делает. А вы переплачиваете. Человек думает, вот она, дурында пришла. Вот мой кошелечек, да, пополнит сейчас. Вот, специально делает. Если мы говорим про работу, допустим, вы работаете, какая-нибудь коллега, либо даже, может быть, и начальник, да, всячески там к вам интерес проявляет, всячески вам там, ну, там вливание делает, что вот там ты, там, 5-10, молодец, все классно делаешь, там, я там тобой горжусь, уважаю, прочее. При этом вам вот самую сложную работу подпихивая, да, то замени меня, то подмени меня, то за меня сделай, ой, горит, там надо бежать, там дети, родители, да, сделай за меня. То есть пользуется вами. То есть вы у этого человека, ну, как безотказный вариант, понимаете, который можно использовать и
И ничего не будет, да, еще и будете благодарны этому человеку. Присмотритесь, пересмотрите, вернее, с кем вы общаетесь, вот именно по рабочим вопросам. Есть вот такой человечек, который, ну, на вас наживается, да, либо вы выполняете работу за этого человека, либо человек тупо сдирает с вас деньги, больше, чем, скажем так, это положено. Следующий момент. Здесь явно мужчина вышел, мужчина, который умеет играть, очень талантливо играть на ваших струнах души. Может про любовь, может быть про родственное. Понятно, что это цыпка общая, и у каждого отыграется своя история. Человек действительно пользуется вами. Зная, что вы добрая, зная, что вы открытая, зная, что вы доверчивая, зная, что вы очень чувствительная. Да, больше похоже на то, что человек ленится. Ленится, ну, допустим, да, не хочет работать. И начинает вам рассказывать, что я там больной, я не могу устроиться, меня там не любят, не ценят. Ну что ж, я пойду грузчиком работать, я ж все понимаю, деньги нужны, кушать надо, там долги платить надо, кредиты, там счета, это все надо платить. Но ты же понимаешь, у меня образование, либо я же такой креативный, у меня же такой опыт, ну не могу же я устроиться грузчиком, ну не могу. Это ж все, это ж такое унижение. Вот. Я ищу работу, я делаю, я стараюсь. Но при этом он все прекрасно понимает, что я могу отдыхать, расслабляться. Вот я и тут втер старику раба, она верит, она меня жалеет, пойдет сама поработает на 2-3 работах, все сама купит, приготовит, поубирает, да, еще и меня будет ублажать. Девчоночки, ну вот у кого-то такой есть партнер. У кого-то из девочек такой сын. Да, он все время вам там рассказывает, что я там стараюсь, ищу, не берут, все такие сволочи, не видят мою гениальность, а я же не зря учился. Да, а сам сидит в компьютер играет, знает, что мама и заработает, да, там пойдет заработать, либо всю пенсию потратит, а накормит, ничего, нормально, живем. Вот. У кого-то девчоночки такой же, например, там брат, да, то есть какой-то родственник. Вы любите этого человека, любите, вы закрываете глаза, закрываете. Есть, конечно, у вас догадки, вот кто-то прям уже догадывается, подозревает даже, да, может, даже ловили с поличным на вот таком мошенничестве, но все равно говорите, ну что ж я сделаю, я ж его люблю, да, но не выгонишь, ну куда я его дену, буду дальше на себе тащить. Очень неправильный подход, абсолютно деструктивный подход, вы сами своими руками себе же делаете медвежью услугу. С этим нужно бороться, это нужно пересматривать. И это обязательно надо искоренять. Понимаете, вы и себе хорошо сделаете, и этому человеку. Надо подумать, надо проработать вам этот вопрос, ну, у кого такая ситуация, да, вот, и принимать меры, девчоночки, надо принимать меры. Так, и третий персонаж. Третий персонаж, ну, прям самый крупный. Самый крупный и самый близко к вам находящийся. Я так понимаю, что это ваша близкая женщина, именно женщина. У кого-то это может быть и мама, у кого-то сестра, а у кого-то подруга. Подруга, которая вот прям 2 в 1. И как мама, и как сестра. Вот вы к ней так относитесь. Очень любите эту женщину. Очень любите. Женщина, она интересная. В ней постоянно борются 2 крайности. Да, плюс и минус. Добро и зло. Вот. Она как по лезвию ножа всегда ходит. И ее очень часто тянет на темную сторону. Очень часто. Не всегда она может с собой справиться. Не всегда. Вот. И что касается вас, ну, во-первых, девочки, она вам завидует. Да? Очень завидует, зная, что вы живете не очень, зная, что у вас есть тревоги, печали, беды, да, у кого-то прям тяжелая ситуация, очень завидует. Завидуют всему, начиная от того, как вы выглядите, и заканчивая тому, что вы имеете, либо чего вы не имеете. Вот все равно завидуют. У нее какой-то комплекс, ну, я бы даже сказала, неполноценности, наверное, да. Невероятно закомплексованный человек, который вместо того, чтобы бороться со своими комплексами, наоборот, их холит и лелеет, вот, взращивая даже в себе.
Вот знаете, что бы в вашей жизни ни происходило, она все равно завидовала и завидовать будет. Девочки, есть у вас мужчина, например, ну такой, плюс-минус, да, не знаете, что с ним дальше делать, она все равно завидует, что он у вас есть. Знаете, у кого-то даже отыграется, что подумывает, а вот возьму-ка я этого мужчинку себе, да попробую. А вдруг я стану как она, да? Вот мужчинка этот меня такой сделает, вот стану как она. Буду идти по жизни, да, справляться с бедами, проблемами и улыбаться. Вот как она. Вот хочу быть как она. Вот. Вы ей рассказываете о каких-то своих проблемах, вроде сочувствует. И тут же, знаете, вот какой-то момент находит, чтобы укусить, подколоть, подзадеть. Вот. Вы это чувствуете, но голова не принимает, потому что сердце вверх берет. Если вы вот сейчас на трезвую посидите, подумайте о всех разговорах, которые между вами были, о всяких разных ситуациях, вы ведь поймете, о чем я говорю. Поймете, что постоянно от нее вот токсичность исходит, она чувствуется, она прям в воздухе летает. Но вы ее любите, очень любите. Вы за ней и в огонь и в воду готовы идти. Ну как же, подруга, да, либо сестра. Либо мама, девочки, да, так иногда бывает. Ну, еще раз говорю, тут комплексов очень много у человека. Очень много комплексов. Может быть, ваша мама, например, в жизни не смогла добиться, там, реализовать свою мечту. Вот она всю жизнь вас туда толкала, да, я не смогла, иди ты сделай, а вам эта мечта чужая, вы этого не хотите. И она вас постоянно туда скубет, долбет. Чего бы вы там, какого успеха не добились, она говорит, вот, а если бы вот туда пошла, было бы лучше. Вот какие-то там учения, нравоучения и прочее. Я бы, конечно, знаете, как сказала, это не суть человека, да, не суть, что человек там плохой, да, такой ведь прям коварный, там, с чертенком внутри. Нет, это виной комплексы какие-то, комплексы, которые не были проработаны. Вот. Она пошла по простому пути принятия, обреченного принятия этих всех комплексов. А надо было бороться. Надо было бороться не для кого-то, а именно для себя. И доказывать, что нет, я могу, у меня получится. Да, не получается взять мечту, так я мечту поменяю, другую возьму. А она нет, она закрылась, посчитала себя, как говорится, приговорила себя к неудачам, так и сказала, я неудачница. Вот. И не любит она людей, которые чего-то добиваются, либо стремятся к чему-то. Девочки, у кого нет пары, у кого нет мужчины, у вас мужчина обязательно появится. И вот эта женщина, она либо мешать вам очень сильно будет в отношениях, либо она будет делать попытки этого мужчину отбить, да, себе забрать. Вот. Мужчина, если есть сейчас у вас, ну поверьте, у него постоянно такие мысли в голове крутятся. Постоянно. Я не буду вам рекомендовать прекратить с ней общение, но я вижу, что это невозможно. Невозможно. Она вам родной человечек идет, даже если это подруга. Скорее лучше ограничить. Ограничить и в плане общения лучше слушайте больше, чем говорите. Да, слушайте ее, пусть она вам рассказывает. Старайтесь ее поддерживать, я не знаю, подбадривать, внушать этой женщине, что она тоже может. Вот это будет хорошо. Если понимаете, что вы не сможете перенести предательство, ну тогда закругляйтесь в отношениях, потому что здесь явно предательством пахнет. Не сейчас, чуть попозже. Просто я должна была вас предупредить. Так иногда в жизни бывает. Ведь зависть — это такое страшное чувство, хуже, чем ненависть. Вот. Оно, понимаете, оно такое хитрое, оно очень долго прячется, но действует как раковая опухоль, да, вот пускает эти метастазы, а потом уже поздно. Человек под влиянием зависти способен на самые страшные поступки и вещи. Да, будьте поаккуратней. Так, еще момент важный. Должна отметить. Вы приманиваете к себе очень хитрых людей. Вот это ваша доброжелательность, ваша открытость, ваше желание помочь, желание, знаете, как поддержать, да, милосердность, притягиваете очень хитрых людей. Люди воспринимают это как слабость и думают: о, легкая добыча, сейчас мы ее тут на деньги раскрутим, да, либо в чем-то обманем, либо что-нибудь там еще похуже сделаем.
Мои хорошие, конечно, надо быть открытым и добрым человеком. Да, надо. Но нужно понимать, с кем вы находитесь, с кем вы общаетесь, в какую локацию вы попали, какая среда вокруг вас обитает. Вот. Не будьте таким доверчивым человеком и старайтесь все-таки быть более, не закрытой, да, а сдержанной, наверное, сдержанной в проявлениях тех же самых благородных чувств. Если человеку действительно нужна помощь, поверьте, он не попросит. Он не попросит, он скромно опустит глаза и отойдет в сторону. Это будет видно, это будет очевидно. А если человек прям сам напрашивается, увидел ваше желание помочь и прям лезет, вот напором идет, тут явно уже что-то не то. Вот, будьте поаккуратней и не доверяйтесь незнакомым людям, либо малознакомым людям в вопросах финансов. Я вот вижу, что многие из вас не обладают какой-то финансовой грамотностью. Я и сама такой человек, я в этом не разбираюсь. Вот. И вы людей, которые умеют красиво говорить, да, там цифры подставил туда, индексы, банки, шманки, да, вы восхищаетесь такими людьми, да, людьми, которые владеют темой, да, профессионалами. Вот. А обычно кто так кричит? Аферисты кричат, мошенники так кричат. Они там заучат все по бумажке и давай. Вот и все. Ищите профессионалов, доверяйтесь проверенным агентствам, консультантам. Если надо заплатить за консультацию, да пойдите вы заплатите. Но чтобы у вас был документ, чтобы у вас был договор. В случае чего, чтобы можно было, например, в суд обратиться. Вот. А всяким таким типа а-ля консультантам из интернета, сейчас научу, как деньги заработать. Нет, к таким ходить не надо. Что бы они там ни говорили, какие бы красивые картинки вам не показывали, какая бы у них там суперправильная речь, либо там узкая терминология не присутствовала, не ходите. Не ходите. И заведите себе за правило все перепроверять. Кто бы что бы вам ни сказал, по любым вопросам, не только по финансам, вообще по любым, все перепроверяйте. Мы живем в мир технологий. У всех есть дома компьютеры, те же смартфоны, у всех есть интернет. Да? Что-то вам сказали, а вы возьмите, загуглите. И проверьте. Все же везде написано. Абсолютно. Есть любая абсолютная информация. Все госучреждения, банковские и прочее, все же имеют свои сайты. Можно зайти, все прочитать. Абсолютно все доступно. Надо немножко проработать эту тему, и все будет замечательно. Так, про завистников. Завистников тоже у вас много, но да, иногда вы ловите эту зависть. Она на вас и в вашей жизни такими мелкими неприятностями отражается. Но у вас есть хорошая защита, ангел сильный, защита от высших сил достаточно крепкая, прочная. Здесь бы я, конечно, вам советовала хоть иногда посещать храм, святые места, либо для себя дома зажигать церковную свечу, и посидеть, пусть она прогорит, а вы на нее посмотрите. Очень хорошо чистится энергетика. Если вы владеете техниками чистки, любыми абсолютно, пожалуйста, применяйте как профилактику, либо как допомощь, пусть 3-7 раз в месяц. Будет очень хорошо. Дом не забывайте свой чистить. Пространство проветривайте, кстати, обязательно. Здесь я не буду заострять внимание, и так я уже вас тут немножечко запугала, чувствую прям. Защита сильная, но и, конечно же, нужно не простофилией быть, а человеком не доверяющим, но проверяющим. Вот такой советик. Так, по хорошим людям. Здесь у меня несколько людей. Эти люди, они то ли родственники, то ли знакомые, знают о какой-то вашей проблеме, о какой-то ситуации для вас проблематичной. Люди за вашей спиной обсуждают, как вам помочь, что для вас сделать. Они знают, что вы человечек, который не принимает чужой помощи, стесняетесь, такой вот человек. Сами вы готовы помогать сколько угодно, кому угодно. А если принимать, то нет. Ваша врожденная эта суперскромность не позволяет вам принимать помощь от других людей. Вы чувствуете себя крайне неудобно в эти моменты. И люди, зная вашу эту особенность, кстати, очень любят вас за эту особенность, очень уважают вас за эту особенность,
особенность. Они вот объединились и ведут разговоры, как мы можем помочь, что мы можем сделать. Вот. И знаете, они придумают, и сделают, и вы даже не заметите, что они вам помогли. Помощь придет таким вот аккуратненьким образом, что даже ее будет и не ощутимо, что да, конкретно эти люди что-то там делали, там, подгоняли и прочее, прочее. Нет. Вот как само собой случится. Вот настолько вас любят. Кстати, вас очень любят ваши домашние, дети вас любят. Но вот в семье, да, вас любят. Вот даже если ругаетесь, все равно вас любят. Обычно, знаете, как получается? Вот с кем мы больше всего ругаемся в семье, те нас больше всего и любят. Да, не говорят, да, не показывают. Но поверьте, вы самый дорогой родной человечек на свете. Это так есть, и это так и будет. Это никуда не денется, никуда, что бы ни происходило в вашей семье. Вот кто-то вас тронет, кто-то вас обидит. Да за вас же подымутся сразу. Даже без клича поднимутся, поверьте. За себя так не поднимутся, как за вас поднимутся. Вот. Ну да, все бывает. Ну куда ж денешься? Кого критиковать, с кем ругаться? С чужим же на улицу не пойдешь ругаться с человеком, прохожим случайным. А в семье можно там перья поподнимать, да, показать какой-то важный и крутой. Не обращайте внимания на это. Старайтесь отвечать любовью. Ну, например, с детьми, да, завязались вы в каком-то разговоре с детьми. Ну, дети, что они, особенно если подростки, все такие горделивые, самостоятельные, типа лучше всех все знают. Вот. И ребенок, значит, начинает там вам рассказывать. А вы не спорьте. Вы так и скажите: а я тебя очень люблю. Ты частичка моей души. Вот, обнимите, поцелуйте. Поверьте, это самые крепкие аргументы, которые способны, ну, в мгновение ока затушить любой спор и любой скандал. Так, мужчина здесь вышел. Мужчина, который просит шанса. Мужчина как будто бы заблудился вот по жизни, что-то не так делал, не так поступал, не о том думал, какое-то поведение от него нехорошее было. Покуролесил человек, очень конкретно покуролесил. У кого-то мужчина в зависимости, у кого-то человек, ну, действительно, знаете, такой перебежчик, я бы сказала, либо просто беглец, да, в какой-то момент убежал. Человек вот прям вышел на эту отсыпку и просит у вас прощения, и просит руку подать. Ну, подай мне руку, ну, прости, вот я все понял, что тебя только любил, понял, что только ты мне нужна, понял, что сколько боли тебя причинил. Знаю, что нет мне прощения, но знаю, что ты милосердная. Вот. А, девчоночки, появится скоро человек, который, ну, наследил, нагадил в вашей жизни, но придет вот с покаянием. Вот. Будете долго сомневаться, потому что вижу, помните, обида, она еще прям свежая идет. Да? Может быть, и много лет прошло, но обида свежая, кажется. Не затянулась эта рана. Будет просить прощения. Даже в мою отсыпку, видите, как пришел попроситься. Вот. Ну, как я вижу, с правой стороны, значит, поменялся. Поменялся, возможно, ну, если пожелаете, да, возможно, если пожелаете, дайте шанс. Ну, или хотя бы проверьте этого человека, да, придумайте ему какие-нибудь испытания, пусть докажет. Пусть докажет не словом, а делом, что он поменялся. Так, вот на работе у кого-то будет неожиданный сюрприз. Может быть, вы уже работаете у этого человека, либо этот человек пришел на вашу работу. Может быть, в ближайшем будущем вы поступите на такую работу, где будет человек, больше похожий на женскую. Женская энергетика идет такая, знаете, теплая, заботливая. Ну, как мать. Вот энергетика матери. Хотя мужчины тоже могут обладать такой энергетикой. Ну, давайте так, будем говорить, что женщина. Но имейте в виду, что и мужчина может быть. Человечек, который в вас рассмотрит то, что не видят другие, и то, что вы в себе не замечаете. Какие-то ваши особенности, какие-то ваши таланты. Вот. Возьмет под свое крылышко, возьмет. И вы с этим человеком очень будете продуктивно сотрудничать. Мало того, человек сыграет очень важную роль в вашей жизни по финансам и в вашем становлении. Да.
становлением. С этим человеком будет все. И критиковать вас будет, и ругать вас будет, но и любить вас очень будет, поддерживать вас очень будет. Как учитель вам идет, понимаете? Учитель. Учитель строгий, но любящий. Вот. Повлияет очень на вас этот человек. Очень-очень поможет раскрыться. Вот так правильно сказать. Да, вот это влияние поможет вам раскрыться. Вот. Ну, кто узнал, кто уже работает, вы не обижайтесь на этого человека, наоборот, поблагодарите, хотя бы мысленно. Вот. А кто в будущем столкнется, знайте, кто вас критикует, кто у вас по правде критикует, человек пытается помочь, а не навредить. Кстати, в вашей жизни так и получается. Кто вас критикует, кто делает вам замечания, эти люди, они наоборот вам, как глаза открывают. А те, кто вам нализывает, понимаете, вот тем, там надо задуматься. Действительно, надо задуматься. Так, мои хорошие. Еще один очень важный момент. Вот кому-то персонально идет. Ваше будущее связано с работой, либо с какой-то деятельностью, да? Может быть, это и не работа как работа, деятельность, так назовем. Большой круг общения. Большой коллектив, либо какие-то вот прям связи такие, как сетка интернета, да, по всему миру идут. Какую-то очень важную роль вы будете играть, либо какую-то важную позицию вы будете занимать. Как влияете вы на людей, влияете на жизнь, на судьбы, на мысли. Какая-то прям ответственная роль вам идет. Не пытайтесь от этого убежать, не пытайтесь. Знаете, если не вы, то никто. Вот подумайте с этой стороны. Вас как будто бы выбрали. Вам, видите, хотят корону надеть. Корона — это очень высокое положение. Если это будет к вам идти, принимайте с благодарностью. Не надо сомневаться в себе, и критиковать себя тоже не надо. Будьте естественны, говорите от сердца. И все будет замечательно. Очень славная миссия, очень важное дело. Не бойтесь ответственности, ведь вы обладаете какими-то невероятными талантами и каким-то ресурсом, им надо делиться, да, им надо делиться, его передавать. Не закрывайтесь, пожалуйста, от людей, не закрывайтесь. Вы должны быть на высоте, вы должны принять эту корону. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.